Традиционная встреча министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Льва Квициния с курсантами, обучающимися в профильных вузах Российской Федерации, в этом году состоялась в несколько иных обстоятельствах. Курсанты прошли полный курс обсервации, находясь в карантинной зоне пансионата «Айтар» необходимый срок в 2 недели в условиях борьбы с коронавирусом. По словам Льва Квициния, это был нелегкий период как для самих ребят и девушек, так и для их родителей. Перед руководством спасательного ведомства страны, в свою очередь, стояла задача по организации планомерного возвращения курсантов на родину, определения мест пребывания в карантинной зоне, тестирования каждого из прибывших и непосредственная их доставка в зону обсервации. И, как отметил министр, все поставленные задачи были выполнены в полном объеме. Руководство гостиницы «Айтар» со словами благодарности обратились к нам за ваше поведение, за поддержку дисциплины, порядка, чистоту. И это тоже определенный этап вашей жизни, касаемой выдержки, выносливости, терпения. И нам, руководству МЧС, было это очень приятно. Курсанты МЧС прибыли в Абхазию 2 организованными группами 20 и 23 мая. В общей сложности приехали 23 человека. Каждый из них сдал все необходимые тесты на наличие коронавируса, затем на спецтранспорте доставлен на территорию пансионата «Айтар» в Сухуми. Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо и руководству МЧС, и, наверное, прежде всего родителям этих ребят. Очень хорошие ребята, очень дисциплинированы. Их здесь было немало. И все равно ни одного нарекания никому ни по дисциплине, ни по соблюдению карантина. Никаких замечаний абсолютно. По словам самих курсантов, нахождение на 2-недельном карантине стало для них определенным испытанием. Приходилось приспосабливаться к условиям изоляции и нахождения в ограниченном пространстве. Вместе с тем было понимание необходимости подобных ограничений ради того, чтобы не усугублять ситуацию с пандемией. Я даже не представляла, что у нас могут выделить помещение для большого количества курсантов, приехавших из России, и что могут на должном уровне организовать их проживание, а также те ребята, которые, к сожалению, оказались заразившимися этим вирусом, они, я считаю, что получат достойную медицинскую поддержку в городе Гудаута, поэтому я считаю, что организовано все очень хорошо. Я думаю, что для нас таких больших, огромных трудностей не возникло. Все мы прекрасно понимали то, что происходит в стране, то, что происходит в мире, и мы все с пониманием относились к этому и старались держать себя в хорошем настроении, не унывали. Немаловажную роль сыграло то, что вот у нас проходила сессия, учеба. Мы все занимались, учились там дистанционно, там по WhatsApp, по Instagram, по Skype. И также общались с родителями, родными, близкими. И это все в совокупности создало такую атмосферу, что эти 14 дней, которые мы там находились, они вообще для нас прошли незаметно. На встрече министра ПЧС Абхазии с курсантами рассматривались текущие вопросы организации учебного процесса в условиях борьбы с распространением коронавируса, в том числе и сроки сдачи годовых итоговых аттестаций. Любые изменения в процессе обучения курсантов МЧС будут внесены, исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации, включая и сроки отбытия курсантов в профильные вузы на территорию России.